всегда будет живым. И я не сказала бы, что ему было бы 100 лет. Ему 100 лет. Я его поздравила. Принесла ему белых цветов, красивых. Он был очень добрым человеком, бесконечно добрым и влюбленным в этот мир. Один раз мама постирала 37 рубашек дома. Вот столько у нас было людей. Вот такой был хлебосольный человек. И многому научил, просто своим примером жизненным. Как нужно любить, как прощать, как иногда не прощать. У меня, когда спрашивают про отца, я не могу не говорить про мою маму, потому что они были просто примером для меня всего. Я в этом селе была последний раз вот именно с отцом. В далеком, по-моему, в 86-м или 85-м году мы приезжали сюда, и он мне показывал свой родной дом. Мы к нему пришли, мы попросили воды напиться из колодца, который рыл еще мой дед. И в нем очень вкусная вода, наверное, самая вкусная вода на свете. При въезде в Бахчисарай есть скала, он ее показывал, все ее знают, она очень выступает над поверхностью земли. Вот. В свое время его отец, его братья останавливались, когда ехали с ярмарки, и пили там кофе. Рассказывал еще, как он в детстве ходил по Бурункая, он проходил какими-то тропами, которые знали местные жители тогда, не только взрослые, но и подростки, к самому Севастополю. Они там в 30-е тяжелые годы меняли на какие-то ценные вещи, хлеб, продукты питания, чтобы прокормиться. Символично и правильно, и с моей точки зрения, что именно в этом селе, в котором родился мой папа, библиотека, которая находится в Доме культуры, она имени Ситомера Эмина, имени моего отца. Пусть знают враги, мы погибли не зря, сверкали штыки и дымилась земля, пылала от крови друзей боевых, из них только 3 осталось в живых. Но память хранит имена тех ребят, под серым гранитом погибшие спят, и звездное небо над ними горит, и волны бушуют, и бьют о гранит. О самой войне отец много не говорил. Единственное, что он рассказывал, что его очень тяжело ранило под Севастополем, и что он попал в госпиталь под Геленджиком. Там встретил земляка, очень обрадовался, Джибара Акимова, его друга на всю его жизнь. А перед высадкой мой отец, юный тогда десантник, не пивший спирта, обменял свои граммы спирта на сахар, сложил в карман. И пока он доплыл до берега, была команда залечь, ждать рассвета. Сахар застыл. Потом была команда командира примкнуть штыки, расстегнуть бушлаты, чтобы было видно тельняшки. И вот, говорит, страшно, холодно. Но я все время думал о том, что у меня-то там сахар.
как он сказал, мы вышли из леса, освободив Симферополь. Симферополь уже освобождался, но они, партизаны, соединялись с основными войсками. Да? Мы вышли из леса, и меня и Джибарага, это его друг Джибар Акимов, их припроводили в комендатуру, где уже им объявили, что они задержаны и будут депортированы. Это была трагедия для них, потому что они освобождали. Они не стали предателями, они воевали за свою родину. Ну, конечно, очень тяжело, естественно. Плюс у него была такая боль о том, что он не знал, где его мама. Они с 1941 года не знали судьбу своих родных, не знали, живы ли они, здоровы ли они. Тяжело это переживал. Везли его, не со всеми их везли в каком-то правительственном вагоне. И не с жителями. Всех фронтовиков, понятно почему, да, потому что они могли поднять бунт, и у них, конечно же, забрали оружие тут же в комендатуре. Иногда на День Победы он грустил очень сильно, говорил, что да, День Победы, мы воевали, но этот день принес моему народу большую беду. Творчество занимало большую часть его жизни. У нас в доме кабинет отдельный был то есть туда разрешалось входить, делать влажную уборку под присмотром. То есть все, что разбросано на столе, скомканные бумажки, какие-то записи, разбросанные на полу, трогать нельзя. И движение за возвращение нашего народа на родину тоже очень большую часть его жизни занимало. Мы не можем это разделить. Все было взаимосвязано, потому что творчество, да, он писал о войне, он писал, и везде, в любом его произведении, боль, тоска по родине. Хочу выразить огромную свою благодарность всему, извините, моему родному крымско-татарскому народу за этот памятник. Такое тяжелое время и переходное время для моего народа. Люди думают еще о том, что нужно собрать деньги на памятник, на книги. Это просто стоит такого дорогого. Хочу сказать спасибо этой земле, спасибо этому народу, то, что не забываете, изучаете, гордитесь.